Ну что ж, давай, заводись. А что-то не включается. Вот, включилось. Наконец-то. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. У нас технические неполадки какие-то снова начали происходить. Опять какие-то странности происходят на нашем канале. Опять удаляются комментарии. Опять отписываются подписчики. Ну и в том же духе что-то происходит непонятное. Но это говорит о том, что мы делаем нашу работу качественно, раз гибня очень недовольна. Давайте начну все сначала. Сейчас 16 часов 4 минуты по Берлину, 17 часов 4 минуты по городу Джохару. 26 сентября 2024 года. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок, ядерная угроза Путина. Обратный отчет начался». Стрим у нас идет на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Всем, кто находится в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не пишите комментариев, не ставьте лайков и так далее. Вы все это знаете. Тот, кто не знает, спросите у тех, кто знает. Всех я вас сердечно приветствую. Шамсад, Алаш, Карфаген, Саид. Всех, друзья, я вас приветствую. Машло большое. Алейкум ассалам. Итак. Как обычно, я хочу начать свой стрим сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских террористов на территории Украины. За прошедшие сутки потихонечку цифры уже раньше были там 300-400, вы помните, наверное, потом 500-600, потом где-то 800 тысяч, а потом 1000-1200, и сейчас уже начали 1500, 1300, сегодня потери нам сообщаются 1400. Если учитывать 1400 убитыми и ранеными. Если учитывать то, что в России половина погибает русских, половина погибает, половина получает ранения, 50 на 50, грубо говоря, у них потери, то можно предположить, что до 700 человек уничтожено, 700 ранено. На самом деле это большая трагедия, которую придется еще десятилетиями проживать людям. Но вот так устроена эта Россия, так устроен русский менталитет. Идти на чужую землю, умирать ни за что. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1400 русских террористов. Итого их цифра достигла приблизительно убитыми и ранеными 647 800. Уничтожено 10 танков за прошедшие сутки. За 2,5 года, более 2,5 лет широкомасштабного вторжения России в Украину, уничтожено 8825 танков. 44 боевые бронированные машины уничтожено за сутки. Итого их цифра достигла 17 348. 71 артиллерийская система уничтожена. Итого их цифра достигла 18 620. 7 антиаэркрафта, 67 БПЛА сбито, 4 крылатые ракеты сбито, 105 автомобильной техники и цистерны, 22 спецтехники. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Все, что я могу сказать. Слава Збройным силам Украины и украинскому народу. Так,
Давайте дальше. Как мы знаем, Владимир Путин вчера новую ядерную доктрину обновил и заявил, что страны, которые вместе с неядерными державами принимают участие в агрессии, в том числе и неядерным оружием, обычным вооружением, то есть то, что сейчас Украина делает в Курской области, это можно уже считать, что угроза для России существованию и будет нанесен ядерный удар. Скорее всего, Путин давно вынашивает этот план, это его единственная сейчас пока возможность. У него были несколько разных таких возможностей. Дело в том, что Путин пытался разжечь пожар мировой революции, исламской революции, начав с того, что на день рождения Владимира Путина был совершен акт геноцида против евреев. Его ЧВК кадыровцы арабского разлива и иранского разлива совершили акт геноцида евреев. И дальше началось. По всему миру начали сразу пропаганда, разжигать там антисемитские разные настроения. И хуситы начали запускать, им тоже ракет дали. Короче говоря, все, что мог, Путин тогда предпринял. Слава богу, мир уже не тот, мусульмане уже не те, многие уже начали понимать, что их просто водят за нос, прикрываясь святым религией. И вот сейчас у Путина остался последний козырь, это применение ядерного оружия. Конечно, он очень этого боится, применять ядерное оружие. У них у самих уже разногласия внутри идут, они говорят, то одни нужно применять, другие не нужно применять там, и так далее. Но, по всей видимости, сейчас Путин снова начал угрожать, начал говорить, что если будут применены ракеты, которые наводятся при помощи западных спутников, при помощи западных специалистов и так далее, и так далее. И мы видели Торопец, по-моему, назывался этот район, этот населенный пункт, куда по складу недавно долбанули. Мы слышали, как прилетает ракета. Это был не дрон, прям звук ракеты там слышно, как он пролетает. И, а до этого он грозился, что вот мы там что-то сделаем, и так далее, и так далее. Ничего опять не сделал. Красные линии очередной раз плавно стали другого цвета. И теперь он уже начал с доктрину менять и так далее. Мы все знаем, кто говорит по-русски, кто общался, знает, находится в информационном пространстве России, в русскоязычном информационном поле. Мы все прекрасно знаем, что никакие законы, никакие доктрины ровным счетом ничего не значат. Это всего лишь блеф. Это прикрытие. На самом деле все решает просто гопник, который оказался наверху власти. И система учреждения КГБ СССР, ныне называющаяся ФСБ. И изменение доктрины, это все для Запада. Для Запада, где там на самом деле знают, что такое закон, уважают закон, соблюдают закон. И для них это рассчитано, на мой взгляд. Для них это рассчитано. Потому что, какая бы там доктрина ни была, если Путин захочет, он применит ядерное оружие, без какой-либо доктрины. А доктрина это показать Западу, смотрите, мы поменяли то, что написано. А то, что написано, мы все знаем, что это ровным счетом ничего не стоит. Но то, что Путин готов применить, в этом я уже более чем уверен.
скорее всего, Путин готовится к выборам в Соединенных Штатах Америки. И вот сейчас, изменив, так, ну, якобы изменив доктрину, якобы какие-то там специалисты у них все это меняют, там, третье, десятое, что-то, мне кажется, это подготовка к выборам в Америке, и если новый президент, например, если это будет Трамп, за которого, по всей видимости, большая часть Америки выступает, то, скорее всего, для того, чтобы с Трампом разговаривать на его языке, так как Трамп разговаривал с Путиным на его языке, на путинском, то есть на языке силы, то Путин, видимо, решил пойти с Трампом конфронтацию. Возможно, возможно. Поэтому будем наблюдать, будем смотреть, прикрываясь доктриной. У нас доктрина, мы обязаны теперь нанести там, ну, то, что обязан Путин, это уже давно уже пройдено. Но я считаю, что по Украине все-таки вероятность нанесения удара она присутствует. Об этом говорил Зеленский, кстати говоря, вчера, выступая в ООН. И, по всей видимости, там, подрыв какой-нибудь атомной электростанции, Запорожской, например, либо применение какой-нибудь грязной бомбы. Ну, все это, конечно же, ничего не исключается. И, по всей видимости, события будут разворачиваться в этом направлении. Было бы правильно, если уже такие вещи заявляет Путин, на мой взгляд, было бы правильно, если бы Украине передали бы ядерное оружие, которое у нее, ну, ее власть, конечно же, это никто не виноват, кроме украинской власти, которая добровольно отдала это оружие. Ну и Запад, Америка и Англия, и, напомним, Российская Федерация гарантировали Украине территориальную целостность и безопасность. Ну, теперь, если одна из стран, которая гарантировала, не какая-нибудь третья страна, а вот одна из тех, кто гарантировала, если она собирается применить ядерное оружие, то было бы правильно Украине тоже дать это ядерное оружие. Ну, пусть будет. Пусть будет. Как-то так, друзья. Давайте об этом многом другом поговорим. Все будет Украина. Да, Алмула, мистер Икс. Дай бог, дай бог. Не-не-не, это уже ты лишнее тут говоришь, лишнее. Да? Сколько можно придумывать красных линий? Палестина – это союзник России, а Израиль – Украины. Да, абсолютно верно, USA Republican. Абсолютно так. Кто поддерживает Палестину, может сразу поддерживать Россию. Абсолютно полностью с тобой согласен. Полностью. Кто поддерживает Россию, те, в принципе, и поддерживают Хамас, Хизбаллу и разных террористов. Так, давайте здесь. Ичкерия Форева, Машоль, валейкум ассалам. Здравствуйте, Лилечка, здравствуйте. Ответ будет моментальный и без сомнения и ужасный. Правильно говоришь, Украина сегодня нуждается в этом. Давайте свои гарантии. Да. По мне, Украине дадут ядерное оружие, как и Израилю дали. Ну, мне кажется, Аллах, было бы правильно дать. Почему Украина 2,5 года уже столько крови пролила своих лучших сынов и дочерей. И сейчас, если Россия нанесет по ней ядерный удар, это будет просто ужас. Конечно, по России обратно прилетит. Конечно, это вообще не сомнение. Но было бы хорошо, если Украина оно было, и все понимали, что оно у него есть, и можно сразу же получить обратно.
Уважаемый, может быть, Украина войдет в состав Русни? Может быть, в состав Русни войдет. А может быть, Русня войдет в состав Украины. Все может быть. Будем смотреть. Ну, для того, чтобы Украина вошла в состав Русни, то нужно все-таки Киев взять или не будем брать. Слушай, ты, Хамас это не Палестина, Хамас это люди. Смотрите, какие. Хамас это люди. Ты смотри. А я думал, Хамас это террористы. Нет? Странно. Ты, наверное, тоже террорист. Пособник террористов, да? Ты тоже. Ну, понятно. Вы все прорусские являетесь пособниками. Террорист. Почему-то у вас постоянно все одни людоеды просто. Игорь говорит, Хамас это звери. Ну, Игорь, давайте не будем обижать зверей. Звери нормальные есть, хорошие есть, полезные есть. Даже хищники полезные. А это вообще абсолютно бесполезные. Если это звери, то это бешеные звери. Это террористы, отморозки, которые на самом деле, по большому счету, которые сами являются жертвами. Жертвами вот этой своей ненависти, своей глупости. И в том числе являются, вот как сейчас в Украине воюют русские империалисты, которые ровным счетом для русской власти, для русского государства не представляют никакой ценности. Абсолютно ноль от них ценность. Всех бомжей, бичей со всей России собрали, отправили в Украину. И, ну, некоторым платят деньги, сейчас уже не только бичи и бомжи, ну, хотя внутренние бичи и бомжи, они, может быть, внешне они на улице не спят. Точно так же вот в этой арабском этнонационализме и арабском империализме эти люди являются расходным материалом. Вот эти жители сектора Газа, Палестины, они их там цыганами называют, там арабскими, какими-то там. Ну, короче говоря, вот просто используют их фактически. И они, в принципе, одинаковы в этом плане. И то же право, ну, одинаковые преследуют они интересы. Русские преследовали интересы на Кавказе против чеченского народа и государства, отказывали нам в праве на наше государство только лишь потому, что вот они могут это себе позволить. Вот у них есть сила, и они могут позволить. Точно так же русские посчитали, что у них есть сила, и они могут позволить Украине не быть. Денацификация, то есть лишение украинства в украинцах, что это как не геноцид? Объясните мне. Вот, тебя лишают твоего этнической, твоей культурной принадлежности только лишь потому, что твоему соседу так захотелось. Вот им нужно какие-то свои великие какие-то цели преследовать. То же самое происходит в отношении Израиля. Арабские националисты и империалисты посчитали, что евреи это слишком маленький народ, маленькая сила, малочисленный народ, маленькая сила, что они имеют право им отказать. Вот нельзя вам иметь свое государство. Вот вы не доросли, чтобы вот вы себя могли защищать, контролировать, там, обеспечивать, заботиться о поколениях своих детей, внуков и так далее. И большая ошибка считать, что это мусульмане так хотят. Ни в коем случае. Да, люди, которые по соседству с Израилем оказались в силу исторических таких событий, эти люди больше всего, да, чаще всего мусульмане. Но это не значит, что ислам и мусульмане против Израиля, чтобы Израиль имел свое государство. Ни в коем случае. Ни один чеченец, который хочет государство себе,
не может отказывать ни одному народу или государству иметь это государство. Ну, в рамках международного права, соблюдая все процедуры и так далее, которые Израиль соблюл. И вот сейчас вот один в один получается то, что и Израиль пытается иметь свою государственность, пытается защитить себя, пытается больше не оказаться в камерах газовых или в печах, крематориях, и чтобы их дети и внуки не оказались в концлагерях и в газовых камерах. И из-за этого их пытаются убить, принизить и так далее, и так далее. Но дело здесь не в исламе и не в мусульманстве. Вот эти турбо-мусульмане, они себя раскрыли. Это я вновь и вновь повторяю свою позицию, чтобы евреи тоже относились с пониманием то, что происходит, а не так огульно, потому что с той стороны кричат Аллах Акбар, и все, значит, все мусульмане. Это не так. Я мусульманин. И мы, чеченцы, мусульмане, мы никогда вам не делали ничего плохого, евреи, как и вы нам, как государство, как народы. Поэтому нужно эти вещи понимать и разграничивать. Я иногда читаю вещи, когда евреи, обоюдно, конечно, это не только евреи говорят в отношении мусульман, мусульмане это делают и чаще, и больше в отношении евреев. Но когда говорят за весь ислам, то мне напоминают такие евреи, знаете, наших чеченских разных деятелей, которые тоже пребывают в пропаганде. Они вместо того, чтобы обвинять ФСБ, Кремль и русский империализм, который истинный враг чеченского народа, чеченской свободы, они обвиняют всех не мусульман. Причем не только христиан, а уже всех просто поголовно. Все кафиры, то есть кафиры неверные, то есть неверно поклоняющиеся Богу. Вот эти все у них являются врагами. И это очень выгодно, та пропаганда, которая закладывается, она закладывается именно русскими, тем же самым ФСБ, для того, чтобы спрятаться за всеми неверными кафирами, христианами и так далее, американцами, вот за ними спрятаться очень удобно. Поэтому никогда мусульмане в печах евреев не сжигали, никогда геноцид евреев мусульмане не устанавливали. Да, сейчас был акт геноцида, было убийство, массовое убийство евреев. Это совершили мусульмане, но они совершили не потому, что это так Бог велит или ислам так велит, а потому что они считают себя выше своих соседей в историческом контексте, своих кузенов, своих родственников. Евреи и арабы это семиты. И вот таким вот образом, искажая Коран, искажая ислам, эти люди нам рассказывают, что евреев нужно убивать там, и так далее, и так далее. Абсолютно. Коран этого не говорит, ислам этого не говорит. Поэтому вот эти вещи нам нужно разъяснять. Это очень легко натравить сейчас, особенно когда Израиль воюет, гибнут израильские солдаты, сейчас, когда нервы взведены у всех, это очень удобно подливать масло в огонь и нас стравливать. Поэтому эти вещи нужно разграничивать и ни в коем случае не отождествлять всех своими врагами. Во-первых, даже русские, советские, которые, наверное, никто в мире так не приложил усилия, чтобы победить религию, веру человека в Бога, и все равно им этого не удалось. Поэтому религиозные войны это самые кровавые, самые страшные просто войны, которые бывают. Люди от имени Бога, взяв на себя полномочия Бога, совершали в истории такие страшные преступления, по сегодняшний день совершают такие страшные преступления, которые просто не укладываются в голове. Просто невозможно. Бог не мог такого желать, чтобы детей убивали, женщин убивали, невинных людей убивали. Все это делается в угоду разных там своих националистических, имперских, властных, исторических
политических вот, разных моментов. Я надеюсь, вы поняли, что я хочу сказать. Так. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Давайте от темы Израиля плавно перейдем к теме Украины и Чеченской республики Ичкерия. Почему Эрдоган поддерживает Хамас? Я не знаю, он поддерживает, да? Ну, значит, такой же раз поддерживает. Говорить, что Израиль воюет против Хамас, это как Украина воюет против партии «Единая Россия». Да, с одной стороны, конечно, вы правы. Я думаю, да, в этом смысле. Ну, не «Единая Россия», потому что «Единая Россия», она как-то не милитаризированная. Там можно какой-нибудь там Вагнер или как-нибудь другой вот этот ЧВК назвать. Так, конечно же, арабы Палестины, арабы сектора Газа, конечно же, они ненавидят евреев, ненавидят Израиль, и их идея фикс, чтобы не было Израиля, ну, не было евреев. Это да. Это самый настоящий фашизм, с которым мы не можем согласиться. С момента создания ядерного оружия планета Земля обречена от слова совсем. Возможно, Леонидус, возможно. Возможно, вы правы, возможно, мы находимся на пороге конца света или просто глобальных гибелей, ну, миллионов, десятков, сотен миллионов людей. Но мы попадем в рай, а ФСБшники все сдохнут. Так, весь Советский Союз был создан благодаря России, Ленину, Сталину. Угу. Уважаемый, вам не идет, зачем Россию называть русней? Уважаемый, а зачем вы называете мою Чечению или Чеченскую республику Ичкерию Чечней? Скажите мне. Русские, когда вы на что-то обижаетесь, на что я говорю, да, в отношении вас, вы сперва посмотрите, что вы говорите в отношении нас. И вы тогда сразу же, я даже не переходил рамок того, что вы делаете по отношению к нам. Потому что, ну, их невозможно пройти просто, перейти. Потому что вы уже столько сделали, и не только сказали, но и сделали. Шалом, Аслан, все будет Ичкерия. Шалом, Ян Маназон. Ам Израиль Хай. Да, я читаю. Hello, do you read chat? Yes, I do. Читаю, конечно. Хонох Чевуй, чеченец ля, меня спрашивает человек с ником Юрий. Ты сам похож на еврея. Ну, я рассматриваю это как комплимент. Нет ваших или наших интересов, есть только выгода финансовая. Надо понять, что все завязано в финансовой выгоде, а не в том, что, мол, кто-то кого-то хочет уничтожить. Совершенно верно. Конечно же, всегда присутствует финансовая составляющая. Обязательно есть там где-то и нефть, и газ, и деньги, и золото, и алмазы, еще чего-нибудь и так далее. Но есть еще, кроме финансовой стороны, есть еще идеологическая, политическая составляющая. И конфликт между Израилем и его соседями, он имеет, ну, такие корни, тысячелетние корни, скажем так, он имеет. Но острием всего этого стало противостояние США и Советского Союза. Советский Союз сделал акцент на поддержку арабских стран,
на Израиль. Ну, сперва хотел Сталин, чтобы Израиль поддержал его, Советский Союз, но евреи оказались умнее арабов и не стали со Сталиным, Советским Союзом себя дискредитировать и пачкать. Поэтому противостояние, играя на чувствах арабов Ближнего Востока, Советский Союз использовал их и туда вкладывал деньги. И вот последние 80 лет идет вот это противостояние. Но самое важное, то, что произошло 7 октября 2023 года, связано с тем, что Россия не смогла победить Украину за 3 дня и увязла уже к тому времени более чем на 1,5 года в войне. И было видно, что никакого просвета в победы не видно. И тогда Путин, вероятно, вложив большие деньги в это предприятие, запустил процесс поджога исламской революции, так как на протяжении вот этих 70-80 лет, имея очень тесные связи с арабским миром, Советский Союз и сейчас так называемая Российская Федерация, они начали поджигать вот фитиль этой войны. Но так получилось, что все их банды террористические и разные прикормленные миллиардами на протяжении и Ираном, и Россией, вот эти группировки, вот эти все, они поняли, что мы не будем больше давать себя обманывать. И самое главное, поняли мусульмане. Уже мир открыт, есть доступ к информации, пропаганда уже сейчас не может быть однобокой. Если ты хочешь добыть информацию честную, правдивую, то ты всегда ее можешь найти при желании, если ты этим займешься. Поэтому вот получилось то, что получилось. Мусульмане не поддержали, хотя разбег такой, разгон был, как говорится, на рубль. Удар вышел поменьше, хотя, конечно, колоссальный удар по Израилю все-таки был нанесен, первый вот этот удар. И сейчас Израиль тоже, скажем так, не на курорте, а ведет войну, и войну, которую дальше эскалирует. Они говорят, вот Израиль там, 3-10. Зачем Израилю сейчас на Ливан нападать, если она еще в секторе Гази не решила вопросы? Нет, это делается не потому, что там Израилю хочется везде там кидать бомбы, там еще что-то делать. Это делается потому, что эта ситуация представляет угрозу для Израиля. Потому что готовятся ливанские террористы, иранские террористы, эти разные там. И Израиль предупреждает нападение на себя и наносит превентивные удары. Ну, что, в принципе, оправдано. Что, в принципе, оправдано. Как-то так. Поэтому нельзя сказать, что в этом случае там преследует там Израиль финансовую выгоду, который защищается. И что сейчас там арабы Палестины, арабы сектора Газа преследуют финансовую. Да, группа, которая ЧВК Хамас, она, конечно, имеет бабки, она имеет финансирование со всех, в том числе и от русских. Я думаю, там деньги закачаны не маленькие были для этого. Поэтому здесь не всегда все решает финансы. Хотя это, конечно, одна из главных составляющих. А финансовая, это сейчас уже России нужно сохраниться. Путину нужно у власти остаться. А у власти он может остаться, если они, как им завещал Дзержинский, Сталин, что пожар мировой революции, Ленин, то, что им завещал, чтобы разжечь пожар мировой революции. Вот они пытаются. Ну, как мы видим, ничего у них не получается. Так, давайте дальше. У террористов нет религии, национальности и ушей. Так,
Что такое? Что? Я тоже мусульманин, но против евреев ничего не имею. Хорошие люди, как все нации. Никогда не надо ставить какую-либо нацию и религию выше других. Все должны быть наравне. Абсолютно согласен, Алаш. Ой. Ну вот сразу, это их любимая тема, переключать меня на Израиль, там, на Палестину, и чтобы я не говорил про их там подвиги в кавычках в Украине, то, что они творят в Чечне. А не сказать это тоже нельзя, потому что сегодня реально большая несправедливость идет в отношении Израиля. Он кричит: «О Аллах, храни Америку», говорит Мус. Представь, я такое сказал? Как я мог? Правда, я такое сказал? Så börsua tai подружки хатан сунса дикой зонды. Так, давайте почитаем комментарии, а то тут слишком они разошлись. Успокойтесь в Ютубе, все успокойтесь, все нормально. Мы сейчас в ТикТок почитаем комментарии. Так. Евреи опрокинули коммуняк. Да, евреи много уложили, я вам скажу, на самом деле, для развала Советского Союза, из-за его загнивания, на самом деле. Имам Махди придет и посмотрим. Вот другой разговор. Давай подождем, пока Махди придет, а пока ты с моего канала уходи. Потому что ты пока жди, пока Махди придет. А мы пока будем отстаивать права чеченского народа и других ущемленных народов. Спасибо, брат. Не за что, Толик. Правду говорить легко. Слава Украине и свободной Ичкерии. Героям слава, Ичкерия forever. Ирану можно верить? Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду то, что президент Ирана сейчас сказал, что вот они России не поставляют и так далее. Ну, если вы еврей, израильтянин, то, наверное, этот вопрос вам мне точно задавать не стоит. Потому что я сомневаюсь, что Израиль должен доверять Ирану. С учетом всех исторических реалий. Поэтому как-то так. А так, я не знаю. Что именно вы вкладываете, верите? Сегодня на город Ока прилетело 40 ракет. И что делать, не отвечать? Мы так не можем. Конечно, я прекрасно все понимаю. Нужно отвечать и заканчивать ситуацию. Защищаться – это святой долг. Позор евреям и Израилю, если он не будет защищаться. Как любому другому народу. Как и украинцам, как и чеченцам, которые не борются за свои права, за свои интересы, просто за свое выживание. Реально у евреев, израильтян, у украинцев, у чеченцев стоит вопрос выживания. Понимаете, сохранения своей жизни, идентичности, свободы. Вот смотрите, что произошло с чеченцами. Чтобы пример был, чтобы вы понимали. Мы оказались оккупированы, наш народ оказался в заложниках у русского оккупанта, многовекового убийцы чеченского народа. И сейчас нас уничтожают онкологиями, разными другими болезнями. У нас построили мечети и спортзалы, ни одного завода, ни одного университета, никакого развития. Мозг забивается в мечетях КГБшными муллами.
и спортзал, чтобы ты был физически крепкий, потому что еще дурак должен быть сильным, чтобы его использовать, как на работе, так и для войны. И самое главное, отправляют на войну против Украины, забрасывают в Сирию, против сирийского народа, Грузии и дальше будут забрасывать, если это будет. И вот что чеченцы с этого выигрывают? Чеченцы находятся на грани уничтожения. Если бы еврей Сергей Брин, который владеет Гуглом, не вписал чеченский язык в Google переводчик, Translate, то чеченский язык находился в перечне исчезающих языков. Понимаете? Кадыровы, Мудыровы, миллиардеры, но ничего для спасения языка не делается, не тратятся ни миллионы, ни десятки миллионов на то, чтобы спасти язык. Потому что русским не нужен чеченский язык. Чеченский язык им категорически мешает. Чеченцы должны ассимилироваться и перестать. И то же самое грозит евреям, если они потеряют свое государство. Украинцам то же самое грозит. Просто посмотрите на наш пример. Поэтому это святой долг каждого, в том числе евреев. Да, нужно соблюдать международно. Меня обвиняют в том, что я там однобоко принимаю сторону евреев, что я там не смотрю на то, что творит Цахал в секторе Газа там, и так далее, и так далее. Если же происходит нарушение, я как правозащитник обязан это говорить, нарушение правил ведения обычаев войны, то, конечно же, это мной осуждается. Я категорически против этого и никогда это не поддерживал и не буду поддерживать. Но при всем при этом я понимаю, что Израиль должен себя защитить, и у него есть святой долг, святая обязанность это делать, как у любого народа. Любого народа. Поэтому я понимаю, что к чему приведет катастрофическое поражение Израиля и так далее. Это ни в коем случае нельзя допустить. Израиль слишком многое перенес для того, чтобы сейчас оказаться проигранным. И он не проиграет никогда. Никогда не проиграет. Да, Мула. Да, Мула. Да, Израиль, я с тобой. Вот вам, они тут вырезали меня в могиле с израильским флагом, с американским флагом тут распространяли. Ну вот распространяйте, распространяйте. Так, давайте, все, поехали дальше. Дели Саламаш, вольна, Цовуэльмаш. Ну, тут смотрите, как все сорвались просто, как с цепи. Ну, ладно. Ты специалист по еврейскому вопросу? Нет, Вася, я не специалист. Я не специалист, но я скажу, что я в последнее время немного изучил этот вопрос. Понимаете? Немножко изучил этот вопрос. Добрый день, Агарунова Валера, добрый. А у Палестины и палестинцев стоит вопрос выживания, говорит Зауреш. Ну вот, это такая всем больная тема, всем так нравится снова и снова возвращаться к этому. Нет, у Палестины, палестинцев не стоял вопрос выживания. Сейчас, да, сейчас в секторе Газа у них стоит вопрос выживания. Но до того, как все эти события произошло, мы должны вернуться в 1947 год, когда два государства ООН призвала создать. Но арабы посчитали, что евреи недолюди и
неполноценные люди, и они не имеют права на свое государство. Они сказали, что мы будем здесь хозяйничать, хотя и в Коране, и всем, и в Библии, и в Торе везде указано, что это народ Израиля, что они там проживали, и там, и так далее, и так далее. Но, несмотря на это, мы увидели то, что увидели. Да. Поэтому, да, к большому сожалению, идет очень мощная пропаганда уже поколениями среди палестинцев, арабов Палестины, которые отказывают в праве. Вина же не евреев в том, что им арабы не разрешают иметь свое государство. Они говорят, мы будем иметь свое государство. И потом говорят, евреи оккупанты. Ну, в соответствии с международным правом, возможно, это так и выглядит. Ну, а кто такие украинцы, которые сейчас Курскую область тогда освободили? Они что ж тогда оккупанты, получается, если исходить из этого? А давайте для чеченца понятным я языком скажу. Вот у нас большие территории были. Нас убивали, отнимали у нас земли, полностью убивали, вот как евреев. Вот точно так же нас убивали. И вот мы сейчас видим, меньше 17 тысяч квадратных километров от нашей страны осталось, от нашей территории. И вот каким-то вот чудом у нас появились союзники мощные, сильные в лице Америки, Англии. И мы начали бить тех, кто нас долгое время угнетал, убивал и отказывал нам в праве на государство. И вот мы захватываем территории. Ставропольский край, это там большая территория, это наша территория. Понимаете? И вот мы, например, Ставропольский край какой-нибудь территорию отвоевали. Вот русские нас убивают. А тут вот мы взяли и дали отпор им. И захватили Ставропольскую часть, например. Как это будет выглядеть, чеченцы? Как вы считаете, можем мы захватить нашу исконную, 1000 лет бывшую нашу землю, но не потому, что сейчас нам так, у нас голову нам сбрело и захотели, а из-за того, что русские пришли и нас убивают. Вот зашли они, 1200 чеченцев, женщин, детей, мужчин безоружных поубивали. И вот мы делаем ответную действие и захватываем. Или 7 республик вокруг нас объединяются, российских, и нападают на нас. Или вся Россия нападает. А мы отбиваем их. Отбиваем и захватываем территорию, которая нам выгодна в военном плане. Скажите, мы не правы? В соответствии с международным правом, принятым после окончания Второй мировой войны, да, мы не правы. Потому что это уже территория России, и мы захватываем ее территорию. Ну, а если исходить из исторического контекста, а если исходить из того, что нам нужно, чтобы больше 1200 наших женщин, детей, безоружных людей не убивали, тогда что нам делать? Вот эти вещи, я понимаю, когда вы говорите, что там наносятся мощные удары по сектору Газа, там, 3-е, 10-е, все это я понимаю. Я сам занимаюсь этими вопросами, очень хорошо это все понимаю. Но почему вы не говорите никогда, когда вы упоминаете вот этих палестинских убитых людей, почему вы не вспоминаете еврейских убитых детей? Разве это не фашизм, причем убитыми первыми, после долгого мира, такого худого, правда, но все равно мира? Почему вы об этом не говорите? Вот у меня возникает вопрос. Почему вы отказываете правам евреям на жизнь, их женщин? Где в Коране сказано? Скажите мне, где, в какой суре, в каком месте сказано, что нужно убивать женщин и детей? Вот объясните мне. Да, нету мира, да, там в состоянии войны находятся, все такое, 3-е, 10-е. Да, ну, нападите на воинскую часть, если уж вы воюете. Или же там еще что-то сделаете. Ну а как? Чисто. За все это время, мы уже веками воюем с Россией, мы никогда не делали таких актов. Никогда чеченцы не убивали целенаправленно русских женщин и детей. Никогда. Брали, когда вот Буденновск взяли, брали в заложники людей уже со своими ранеными, отступая в больницу. И там требовали прекратить убивать наших детей.
И никого не расстреливали в это, женщин, детей тем более. А тут вот целенаправленно вооруженные мужчины зашли, убили сколько могли и быстренько убежали, захватив с собой еще 200 там с чем-то заложников. Понимаете? А что сделал Басаев в Буденновске? Он зашел, весь город взял, ментовский отдел всех уничтожил, зашел в больницу со своими ранеными, убитыми, занял оборону и сказал: все, давайте нам возможность выехать и так далее. И выводите войска из территории, с нашей территории, и прекращайте войну. И ему сказали: все, мы даем коридор, уходите. Он взял добровольцев, уехал к себе и отпустил их всех. И сказал: я чувствую себя виноватыми перед вами. Извинился перед этими людьми. Понимаете? Вот разница просто, чтобы вы понимали. Да, война, любая война, это само просто преступление. По факту, война это ужас. Самое ужасное, я знаю, что такое война, я видел войну. Это самое ужасное, что есть. Не надо делать так, чтобы мы, чеченцы, которые... Не мы, которые не воевали, а те, которые реально воевали, отдавали свои жизни, соблюдали правила ведения обычая войны. И теперь нам нужно поддержать каких-то террористов, которые не соблюдают ни правила, ни ведения, ничего человечного. Мы должны их поддержать только лишь на основе того, что они называют себя мусульманами. Тогда у меня вопрос. Если они мусульмане, евреи совершали геноцид по отношению к ним до 7 октября. Они зашли, вырезали женщин, детей, как они сделали. Нет. Не было этого. Тогда следующее возникает. Это я к чеченцам продолжаю обращаться. Например, они называют себя Хамас. Хамас это братья-мусульмане переводится. Есть там исламские джихады, там разные третьи. Самые турбо-муджахиды, турбо-защитники мусульман. Потому что вся мусульманская, как гласит легенда, вся мусульманская умма, она является единым организмом. Так говорил наш пророк, Дейлер Салам Хулцон. Но это всего лишь прикрытие и легенда для этого лицемерного мира. И вот эти турбо-мусульмане, которые взялись на себя, взяв в руки оружие и став защитниками мусульман, избирают в 2005 году в секторе Гази Халида Машаля. На второй день он прилетает в Москву, вероятно, за инструкциями и деньгами. И ему задают вопрос, что вы скажете по ситуации в Чеченской Республике. А в это время идет настоящий геноцид. Не какой-нибудь там выдуманный, фейковый, а самый настоящий геноцид. Тот геноцид, который евреи над арабами не делали. Русские совершают вот в этот момент турбо-мусульманин, самый главный муджахид, защитник всех ущемленных, угнетенных мусульман. Он говорит, это внутреннее дело России. То есть геноцид чеченского народа для турбо-мусульманина, муджахида и всего остального это внутреннее дело России. Понимаете? Вот с тех пор я считаю, что это лицемеры, это обман. Понимаете? Пока, если бы не было бы геноцида чеченцев, то можно было бы верить, что возможно, если будет геноцид каких-то мусульман, что они где-то, ну даже если не приедут они нам помогать, потому что мы не видели палестинских муджахидов, сражающихся в горах Кавказа, арабских там в огромном количестве. Были разные арабы, но не было с Палестины, там еще откуда-то, 3-10. Вот мы увидели, что это самые настоящие лицемеры, что они прикрываются исламом. Понимаете? Они свои личные амбиции, свои национальные имперские устремления прикрывают исламом. Я против этого. Я против этого. Я не хочу, чтобы чеченцев, молодежь чеченскую обманывали. И да, на меня наброски, я уже привык. Правду говорить в этом мире очень тяжело, очень опасно. И, к сожалению, это так.
многие не понимают. Есть, конечно, пропаганда, враги, а есть просто полезные товарищи, которые абсолютно не понимают, что ты говоришь, но проходит время, потом они с тобой связываются, говорят, извини, ты был прав, я был неправ и так далее. Я думаю, и в этом случае мне тоже будут говорить, и говорят некоторые. Но сейчас пока многие не знают, как себя реагировать. Я объясняю чеченцам, не надо поддерживать тех, кто на самом деле не является тем, кто нам изображает. Реальные жертвы – это евреи. Реальные. Причем не сегодня, не 7 октября в первый раз, а на протяжении вот всей их истории. Им нужно помогать, их нужно поддерживать. Я так считаю. Если они будут неправы, поверьте мне, я и чеченцам скажу, и евреям скажу, где они неправы, и говорю. И некоторым евреям это тоже не нравится. Но я говорю, потому что я пытаюсь оставаться объективным. Хотя есть у меня симпатии, предпочтения, но я постараюсь быть объективным, чтобы меня не обвинили во лжи, там, в предвзятости и так далее. Как-то так. Давайте закончим эту сложную тему, которая на самом деле намного проще, чем кажется. Ну, поговорим о другом. Ну вот, смотрите, называете вы себя мусульманами. Называете себя мусульманами. Вы не мусульмане, вы КГБшники, ГРУшники, КГБшники или полезные идиоты, которые пишут. Пишут, что это израильский блогер, он еврей, там, он не мусульманин. Я говорю, что я мусульманин, а вы мне говорите, что я не мусульманин. Значит, вы лжецы. Понимаете? Вы лжецы. Вы утверждаете, что я не чеченец. Ну, вы лжецы самые настоящие. Так какие вы мусульмане? А? У вас нет аргументов там против того, что я говорю. Вот вы меня называете, только обзывать вы можете. Астан, скажи им, зачем они удерживают заложников. Совершенно верно, Ян. Зачем? Зачем им нужны эти заложники? А? Вот, потому что вот такая вот суть этих людей. Басаев отпустил всех до единого. А мог бы удерживать, мог бы говорить, у меня там в плену в российских тюрьмах находятся люди, давайте их обменивайте, третье, десятое. Он нет. Он для этого совершал военные рейды на военные объекты России, захватывал в плен русских пленных, и вот их обменивать пытались. Хотя нам отдавали обычно трупы, а мы им отдавали целехеньких, здоровеньких, ни разу не тронутых пальцем военнопленных. Вот такая вот. Вот с варварами иметь дело. И не случайно, что они на протяжении последнего прошлого века такие близкие друзья с самым сатанистским КГБшно-коммунистическим режимом. Вот и все. Какие там мусульмане? О каком исламе можно говорить? Когда им нужно, то шииты и сунниты враги. Нужно друг друга убивать. Когда же им нужно объединиться, то все они братья, и нужно против Америки, Израиля, там, Запада выступать. Вот лицемерие просто правит этим миром. А я не хочу в этом участвовать. Я не хочу в этом участвовать. Не хочу, чтобы моя молодежь чеченская, чеченского народа была обманута. Старшим уже многим, некоторым, точнее, ничего уже не поможет. Но молодежь я не дам обманывать. Ну ладно, все. Весь теперь весь переключился на. Ну все, давайте посмотрим, что у нас должны сказать в ТикТок. Я живу в Израиле 33 года. У нас живут арабы, друзы, бедуины. Это мусульмане, христиане. Я знаю, Игорь, я знаю. Я общаюсь с евреями. У меня друзья евреи. Очень хорошие, порядочные люди. Абсолютно нечего. На зло даже нечего им сказать, даже если разозлят меня. Абсолютно адекватные, порядочные люди. Держат слово. Вот мне сейчас как раз один из них звонил.
А им нужно тоже государство и независимость Палестины. Ну, смотрите, ведь евреи не отказывали арабам Палестины в своем государстве. Это арабы напали в 1947 году на них, понимаете? Вот в чем весь фокус. Если бы они согласились бы, на этом бы вопрос был бы исчерпан. Было бы израильское государство, было бы палестинское арабское государство. Все, 25-е, по-моему, уже появилось. Ведь 22 или 24 арабских государств уже существует. Ну, объединитесь в одно или дайте этим палестинцам там землю, или просто скажите, что даете право Израилю на существование. Все, конфликт был бы исчерпан. Еще в 1947 году сотни тысяч людей не были бы убиты, ранены, изгнаны и так далее. Ну, конечно, имеют право. Я не отказываю палестинцам иметь свое государство, правильно это право. Но я им не отказываю только в том случае, если они Израилю не отказывают в этом праве. А если ты отказываешь, русские мне отказывают иметь право свое государство. А почему я должен тогда соглашаться, что российское государство это правовое нормальное государство и что они его заслуживают? Тогда это несимметрично как-то получается. Русские отказывают в маленьком моем государстве, я отказываю им в их государстве. Все справедливо, мне кажется. Если русские мне не отказывают в праве, пожалуйста, живите, стройте свое государство. Я и то же самое русским говорю. То же самое касается Украины. Нет у Украины права с точки зрения России иметь свое государство. Хорошо, нет, тогда и у вас его нет. В моих глазах. Все просто. У меня логика железная. Так, давайте дальше. Смотрю, тоже тут все активизировались. Религию в Израиле уважают все религии мира, кроме террористов. Значит, я с вами, я тоже не уважаю террористов. Пожалуйста, пожалуйста, Анери, пожалуйста. Баркал, не за что, Натали, не за что. Да, по всей видимости, придется переименовать сегодняшний стрим. У нас про Израиль и Палестину. Как не понимаете, говорит, Израиль жертва. Абсолютно так. Жертва, которая просто оказалась с кулаками. Нас русские точно так же обвиняют. Они удивляются, искренне удивляются. Вы что сопротивляетесь? Вы что, с ума сошли? Нет, вы не имеете права сопротивляться. Вы тихо должны умереть, нам русские говорят, не сопротивляясь. А за то, что мы сопротивляемся, вот я, например, вот сижу здесь, никого не убиваю, сижу и только говорю. Свобода слова. Использую свое право свободы мысли и свобода слова. Так вот, меня уже и родственников, и меня уже всех приговорили, угрожают, там, ну что только мне не выдумывают здесь они, только что только не говорят. Только за то, что я говорю. За право, то, что я имею право говорить. Вот вся суть этих людей. Они не могут понять,
Почему ты оказываешь сопротивление? Что тебе не хватает, они мне здесь пишут. Что тебе не хватает? У вас ведь там дом построили, улицу, там асфальт проложили. Ну, бичье, рабы, которые не могут понять. А как только ты дал отпор, ах, ты нам отпор даешь, ах, ты убийца, ах, ты террорист, подонок, мерзавец, все такое. Вот что нам говорят. То же самое евреям говорят. Оказывают они сопротивление. Было хорошо, да, евреи, когда в печах сжигали, вот тогда всех устраивало. Всех, ничего, никаких проблем. Всех все устраивает. Единственное, с этим евреи не согласны. Понимаете? Поэтому за все это время я не видел ни одного заступника за арабов Палестины, которые бы говорили, да, Израиль убивает палестинцев, но мы должны не забывать, что и палестинцы убили, арабы Палестины убили евреев 7 октября. Вот этот момент почему-то у вас из головы вылетает. Не знаю почему. Может просто потому, что вы фашня? Может в этом связано? Ну да ладно. Что поделаешь. Меня волнует справедливость. Ну, здесь там проклятия на меня льются, прям как бабы базарные, да, давай, полный вперед, Деон. Так. Эх, Азнабухшу. Я знаю, что большая часть, кто мне пишет вот здесь, это фабрика троллей. Это чаще всего. Да, есть чеченцы, которые не согласны с моей этой позицией, а нормальные, независимые, имеется в виду чеченцы. Некоторые пребывают в пропаганде, некоторые в большой мощной пропаганде. Десятилетиями эта пропаганда чеченцев. Вот с начала вот этой русско-чеченского противостояния, она усилилась в отношении нас. Но нужно понимать, что бы вы ни говорили, мне важно, чтобы чеченская молодежь, которая пребывает вот в этой пропаганде, вырвалась из этой пропаганды. Я призываю чеченцев не слушать, не полностью там, верить каждому моему слову. Ни в коем случае. Анализируйте. Первое вам покажется странным то, что я говорю. Как так? Но вы сперва задумайтесь. Нигде в Коране вам первый аргумент, который нам приводят, в том, что в Коране сказано, что евреи там, они наши большие враги, и что вот они там нам какой-то вред наносят. Это абсолютная наглая ложь. Это ложь, возводимая, самая главная ложь, возводимая на нашу религию. На нашу религию, которая милосердна, чиста, справедлива. На это возводят ложь. Это уже первый сигнал, который дал. Потому что на религию она должна быть точно так же, как нам ее передавал первоисточник. Вот она так должна передаваться. А нам обманывает. А если нет, скажите мне, где есть в Коране, что их евреев нужно убивать. Нет. Нету этого. Нету. Наоборот, есть хадисы, где пророк, мир ему, который помогал слепому еврею, который не признавал его как пророка, посланника. Он его, наоборот, на него разные гадости говорил. И он все равно помогал ему. Это как пример вам, чтобы понимали, как относиться к людям. И вне зависимости их религии, национальности, взглядов и так далее. Вторая ложь, которая возводится, там, что там евреи всех ущемляют и так далее. Да, идет война. Как я сказал, война это страшное преступление. В любом случае это преступление.
И не бывает хороших способов убивать или человечных способов убивать. Война – это грязь, это зло, это самое ужасное, что есть на этой земле. Но они не выбирали эту войну. И самые ущемленные – это евреи. Это евреи, самые ущемленные. Только лишь по количеству населения можно посмотреть, кто из них сильнее. Да, в последнее время Израиль окреп. И теперь это уже не нация, которая считалась там торгаши, банкиры там, и так далее. Нет, это уже, и это все сохранилось, конечно же, но это теперь нация воин. И это бесит просто некоторых людей. Понимаете? Потому что ты уже не можешь так без отдачи пинать, как раньше это получалось и хотелось. Вот и все. И чеченцы, особенно молодежь, должны понять. Должны это понять. И не строить себе врагов там, где нет. Единственный враг для чеченцев в протяжении последних 300 или 400 лет – это Москва, Кремль, Лубянка. Вот кто является врагом. Это имперская Россия. Это имперский русский менталитет. Вот враг чеченцев. Вот кто на ноль сводил чеченцев от 2 миллионов до 120 тысяч. Затем опять, опять и опять. И вот когда вы поставите правильно приоритеты, вот тогда вы поймете, кто есть наш враг, а кто есть нам не враг. Не враг. Это нужно понимать. Понимаете? А если мы научимся правильно себя вести, мы сможем из евреев сделать себе таких друзей, которых мы нигде не найдем себе на этом белом свете. Так же пострадавших, как и мы. И теперь такие же воины, как и мы. Ну ладно. Давайте дальше. Ну, я смотрю, тут все заактивизировались, все такие активные. Кто ты такой умный? Что молчал, сидел? Так я же не молчу, я уже 5 лет, уже 6-й год сижу здесь перед вами и рассказываю. Просто меня везде запрещают. В России мой канал запрещен, YouTube канал. Сами объявлен иноагентом, экстремистом. Вот весь мой экстремизм. И самое главное, все, кто такие ярые турбо-мусульмане, защитники всей исламской уммы, борцы там со всеми там немусульманами, они в России, все каналы у них работают, на все пророссийские каналы, ходорковские лайфы, там всякие там Кавказ Реалии и остальную вот эту белиберду приглашают их, а нас задвигают постоянно. Я даже не знаю, в чем дело. Не знаю. Наверное, такой сегодняшний экстремист, наверное, выглядит как я. И бороды у меня нету, кстати говоря. Некоторые, я заметил, некоторые чеченоговорящие, когда они в демократическом обществе, западном обществе, они бороду коротко подстригают. Потом чуть-чуть ее отпускают. Потом собирают себе подобных. И там рассказывают, как они там великий халифат будут строить. Я подумал, было бы удобно им накладную бороду носить. Потому что неудобно ведь каждый раз ждать, пока отрастет. А тут раз поговорил с этими, перебежал быстренько, приложил или наложил бороду и поговорил с этими. Удобно, комфортно. Мне кажется, надо так делать. Нет? Ну да ладно, шутки шутками. Надо его депортировать в Россию 100%, говорит Али. Ну, что поделать. Ну, давайте, да. Так. Пойдемте дальше.
Алейкум салам, Шамиль. Асан, ты не рассказывай про рязанский сахар и тому подобное, не будешь иноагентом. Да, ну там ведь дело не только в рязанском сахаре, потому что ну, я уже давно про взрывы домов, как русские сами себя, их спецслужбы, их же взрывают, давно рассказываю. Дело в том, что я их сеть раскрываю. Я и всю систему их ломаю. У них появляются здесь разные деятели, которые там стояли у истоков чеченского государства, там, третье, десятое. А я говорю, нет, это россияне, которые притворяются, что они за Ичкерию, за свободных чеченцев. Вот из-за этого меня вносят. А еще есть то, что меня агентом объявили. Это здесь было эпизод один здесь, в Гамбурге. Здесь некий деятель, представляющий российскую разведку, начал на меня тут разные действия совершать. И я просто не стал с ним встречаться. Они хотели со мной встретиться, посадить меня за стол и как бы, ну, со мной пообщаться, что типа они не со мной не хотят враждовать, третье, десятое и так далее, что они хотят со мной в мире. Я сказал, что у меня мира с вами быть не может, и с вами за стол садиться я переговоров не буду. Просто сесть с вами за стол – это дискредитация всего, что я делаю. Не меня. Я ничего из себя не представляю. Представляет мое дело, которое я несу. Я обычный, самый обычный человек. А за этим я не могу поступиться. Ради себя, пожалуйста. И вот после этого меня внесли в санкционный список. После того, как я не сказал. Просто может совпадение по времени это произошло, может нет. Ну, внесли санкционный список и затем объявили меня экстремистом. Ну, что ж, хорошо, будем экстремистом. Какая нам проблема, да? А так, если бы я опустил бы бороду, сидел бы, иншаллах, машаллах, сады нас ждут, мы сейчас там быстро возьмем Иерусалим, будет наш Иерусалим, захватим там Вашингтон, победим там Америку. Вот тогда бы я был бы желанным для русской пропаганды. Меня бы и Кавказ Реалии, и всякая разная бурда, меня бы везде. И никакого иноагента меня не был бы, я не был бы, никаким бы я не был бы экстремистом. Говорили бы, настоящий наш парень, да, борется, за ислам борется, Мурт молодец. Причем мне русские это обычно пишут. Тебе не стыдно, американский флаг висит, они же мусульман убивают. А то, что они над нами сделали, русские забывают. И, наверное, как и Халид Машаль забыл, что мы мусульмане, и эти тоже забывают, что мы мусульмане. Так все за русским кораблем следом идем. Так, ну давайте дальше. Вот вы мне весь стрим, короче, сбили. Вот так всегда бывает. Я хотел совсем о другом говорить. Теперь нужно все комментарии только на эту тему. Это сейчас фактически просто проще стрим переименовать.
Так. Аслан Моусер, оказывается, был полковником ГРУ. А как? Кто такой Моусер? Кто такой Моусер? Именно она. Пожалуйста, Файб. Давай я тебе заплачу и будем вести то, что я хочу. Андрюша, ты думаешь, все покупается, как у вас в Кремле и на Лубянке? Чеченцы не продаются, понимаешь? Вы что только не придумаете, да, чтобы не признать, да, мою правоту. Чеченцы не продаются, не пугаются и не продаются. Понимаешь? Подожди. Ты говорил про Моусер был ГРУ там. Думаю, я не знаю, Моусер, Милу, она, ты вопросами не задавай, я тебе задал вопрос. И я тебе тогда постараюсь ответить. А так ты мне дальше все внимание переключать на тебя, ты видишь, сколько тут пишут. Крепостные сюда пришли и плачут хором. Вы даже не представляете, какая у них большая надежда была на 7 октября. Они очень надеялись, что 7 октября разжется. Я помню просто этот момент, и если честно, я немножко переволновался, скажем мягко, когда вот эти события начали происходить, потому что я видел, что они готовятся к этому. Ну, как бы у каждого преступления есть следы. А я сижу и наблюдаю за этой ситуацией очень внимательно. Ну, может быть, не очень, но в силу своих скромных возможностей. И я видел, что они готовят что-то. И здесь в Европе подготавливались чеченцы. Про Израиль, про евреев не говорили, но говорилось про то, что там знамя джихада нужно снова поднять высоко, там 3-10, вот в этом направлении. И все это говорила ГБшная, вот эта вся их здесь креатура, которая здесь находится в Европе, которые там под видом таких правоверных мусульман, которых я разоблачаю каждый раз. Но они все равно упорно продолжают. Западные европейские страны их держат, их там даже безопасность им обеспечивают, там им угроза. Ну, они умеют там организовать покушения на себя, 3-10. И когда вот это все события начались 7 октября, тогда все они пребывали в такой эйфории. Ну вот, получите, наконец, там, американцы, евреи, все вы получите, узнаете, каково это. Сейчас вам мусульмане всего мира покажут, там, 3-10. Но, увы и ах, как говорится, не шмогла очередной раз, как в том анекдоте, не шмогла гибнюха добиться своих результатов, хотя, конечно же, и кровь пролила, и кровь проливается благодаря вот этим гибнюкам, которые развязали эту войну в первую очередь по их заказу. И вместе, я полагаю, с Ираном, вместе, я полагаю, с
вместе с Ираном Россия подготовила и запустила, но у них не получилось. Не получилось. Считаю, что я тоже внес свою лепту в это, небольшую. Но я думаю, чеченцы тогда вот эту волну удалось сбить. Ну и, во-первых, это было не так сложно, я так понимаю, сейчас я уже вижу. Потому что все знают, что и Халид Машаль, и вот эти палестинцы, и эти Хамасы, Мамасы, Хизбаллахи разные, это все друзья Путина. А как бы чеченцу не объясняй ему, это очень хороший пример, когда ты чеченцу показываешь, кто друг Путина и России, он автоматически для нормального, неподхолопного чеченца, он автоматически уже не может быть его другом и союзником. И это тоже уже сказывалось, потому что фактически мы уже были как бы отодвинуты, скажем так, на обочину истории, над нами геноцид совершили, весь мир промолчал, поддержал фашнявую русню, некоторые очень сильно даже поддержали во время геноцида нашего народа. И как бы, ну, в расчет практически не брались, что нас просто можно использовать так, там, в Сирию куда-то закинуть, там. И это тоже большая такая операция была совместно, между прочим, вместе с турецкими спецслужбами, русскими спецслужбами, западными спецслужбами, которые не против, европейские спецслужбы были. Ну, это все большая история, я этим всем разбираюсь, постоянно об этом рассказываю. Поэтому планы были, конечно, серьезные, очень серьезные были. Разбег был большой, конечно. Конечно, это большая и так трагедия, большая проблема, большая кровь, но страдания, трагедия, но а, не получилось то, что они хотели. И их очень это бесит. Они рассчитывали, что все, теперь они с них внимание переключится на арабских, на исламских террористов. И теперь они спокойно смогут, Америка увязнет в помощь, весь арабский мир, мусульманский мир, не просто арабский, весь мусульманский мир поднимется против Израиля. И вот в этот момент Америка, все туда переключатся, и Украину они оставят себе на съедение, все будет отлично. Увы и ах, как говорится, не получилось, не получилось. Арабский мир, мусульманский мир точнее, не поднялся, даже арабский мир не поддержал вот это страшное преступление, которое совершила Хамасня. И в итоге они очень злые. И когда чеченец сидит, сзади висит у него ичкерийский флаг и американский флаг, и когда он говорит, что Израиль нам не враги, а потенциальные наши друзья и союзники, и когда говорит, что наши враги только Россия, их это бесит просто до иноагентства, до экстремизма это их бесит. Ну что ждем? Ничем помочь не можем. То есть все чеченцы, там, кто поддерживает Хамас, вот это все работающие на Россию, спецслужбы, Россию люди. Да, люди, которые поддерживают арабов Палестины, да, это могут быть свободные чеченцы, которые в силу разных обстоятельств. Антисемитизм, он все равно никуда он не делся, он всегда в той или иной степени будет, хотя в чеченском народе он всегда был минимален, или ксенофобия в чеченском народе, в чеченской культуре, ему это не место, напрочь просто не место этому явлению, но это останется. Но тот, кто поддерживает напрямую вот этих ублюдков из Хамас или Хизбалла, там, и других, это стопроцентные подхолопники, это россияне, это которые убивают чеченцев ради величия России. Вот как-то так, чтобы вы понимали, да, и вот заходят там, ты предал мусульман и одновременно поддерживают Хамас, все, знаете, это руснявый. Русняшка, да, русняшка. Ой, как обиделись.
Да, надо точно переименовать. Как назовем сегодняшний стрим? Давайте я его сразу переименую. А то что-то ядерная угроза Путина, это что-то уже не актуально, я так смотрю. Вот. Израиль против террористов. Вот так мы назовем сегодняшний стрим. Ладно, ну что поделать. Вы вынудили сегодняшний стрим. Молодцы! Сегодняшние гибнюки добились своего, переключив меня на эту тему. Они всегда пытаются переключить. Давно, особенно когда вот только-только 7 октября случилось, это любимая их тема была. Переключиться, чтобы я говорил не об Украине, чтобы нужно было все. А сейчас уже мы понимаем, что Украина и так побеждает, поэтому можем сегодня, ладно уж, позволим сегодня отключиться от темы Украины и поговорим на не менее важную, но уже другую тему. Почему вы так русских не любите? Данила Гречка. А ты, наверное, русский, да, с фамилией Гречка? Ну, во-первых, я не люблю русских. Это тоже нужно расставить акцент. Дело вообще не в национальности. И у меня есть претензии к русским, политическим русским. Например, Кадыров или же, как его, Дудаев там один у вас есть, как же его, Сурков. Это тоже русские, политические русские. Я к ним отношусь так же, как отношусь к другим, любым другим имперцам. Я отношусь плохо к русскому империализму. Потому что, как и для евреев арабский империализм и этнонационализм, также для нас, для чеченцев и украинцев, и теперь мы знаем и для евреев, тоже для Израиля, русский империализм представляет смертельную угрозу. Смертельную. Если бы она была бы хотя бы не смертельной, мы, может быть, более как-то терпимо относились бы. Ну, увы, ах, такая вот ситуация. Поэтому речь идет не о русских. К русским, нормальным русским, которые не являются империалистами и не отказывают в праве моему народу на свободу и свое государство, которое они оккупировали, никаких вопросов. Я этих русских вообще считаю героями. Потому что появиться в русском обществе, имперском русском обществе, появиться таким русским, ну это фактически героизм. Пойти против течения такого мощного. Потому что если ты не чеченофоб, антисемит и американофоб, то ты не русский. Вот в русском менталитете, а это менталитет, это русское офицерство. Вот оттуда все это куется. Русская армия, русская ФСБ и все остальное. И если этого в тебе нет, то ты не настоящий русский офицер и так далее. Это я знаю прекрасно. Поэтому я к остальным русским я отношусь абсолютно так. Украинским русским, которые, например, сражаются против этой империи, я отношусь как к героям. Они русские, этнические русские. Понимаете? Вот я к ним так отношусь. А так, русским империалистам я отношусь как к самым последним подлецам на этой земле. Понимаете? Самым большим мерзавцам. Лицемерам, лжецам, вероломным убийцам. Вот как я отношусь к русским имперцам. И это моя позиция, в принципе, про русский империализм. Сложена на объективных фактах. Спасибо за подарок, Иришка. Батырша, я не понял твой комментарий, который ты мне тогда написала. Вот последний твой комментарий, который какая-то там... вот я не понял вот этой всей системы, которая что-то...
То, что ты мне сказала, ну ты понял, вот я это не понял. Дякую. Тодораба, Иришка, Тодораба. Скажите, как вы относитесь к Англии? В смысле, как я отношусь? К Великой Британии я отношусь нормально. Нормально. Что вы имеете, как вы относитесь? Работаю ли я? Наверное, у тебя, в планах узнать таким образом, работаю, если на Моссад не работаю, на американцев не работаю, значит, работаю на Израиль, да? Правильно я понимаю? Это с этим намеком. Это не империя. Да, это империя. Спасибо, Иришка, спасибо. Это империя, в прошлом империя. Сейчас это уже не та империя, хотя, да, я считаю, что Великобритания, она является империей, у них есть и свой король, и королевский дом, ну, все атрибуты, необходимые для монархии, и империи имеются, хотя многие свои колонии они отпустили, но на мой взгляд, я могу ошибаться, как любой человек, я считаю, что Великобритания на данный момент, хоть и остается империей, она это делает не так открыто, как это было в прежние времена. Чуть-чуть это уже закамуфлировано, мне кажется. Не так демонстративно, когда приезжаешь в Индию, а вокруг тебя бегают там индийские мальчики, которые машут опахалом и так далее, и так далее. Сейчас уже есть кондиционеры. Эту работу могут делать роботы из Boston Dynamic. Поэтому вот как-то так. Но я скажу, что любая империя – это очень мощная, опасная вещь для народов. Но я скажу, что Британия за всю свою историю, хоть она вела колониальные войны и все такое, она даже рядом не стояла с фашистской Российской империей. Абсолютно бесчеловечной и аморальной во всех смыслах этого слова. Более того, мне вообще, конечно же, мне важно мир, права людей во всем мире, все это мне важно. Но на сегодняшний день мой народ самый ущемленный народ на земле на сегодняшний день. И мы пережили геноцид. И уже 3-4 века русские уничтожают нас, убивают нас. И мне отвлекаться на какие-то там британские империи, там португальские, испанские или какие-либо другие, мне некогда. Понимаешь? Мне важно, чтобы русская империя, самая аморальная, самая бесчеловечная, самая сатанистское образование на этой земле, оно ответило за все преступления, которые она совершила против моего народа. Вот что меня интересует. Остальное, там доказывать, кто больше прав, кто больше, там в истории войн было так много люди убивали людей, что я уже не хочу даже быть человеком, если так на то пошло, да, потому что это самый жестокий вид существа на этой земле, это человек. Но сейчас я вдаваться в какие-то там философские, гуманистические вещи мне сейчас некогда. Мне нужно, чтобы мой постгеноцидный народ, который снова ведут в пропасть, сейчас нагнетается разная ситуация в отношении чеченцев. Об этом я тоже хотел, кстати говоря, сегодня поговорить, но вот что-то у нас не пошло, Дион. Потому что мы видим, что сейчас в России нагнетается, надо все-таки это сказать, чтобы было чеченцы, многие чеченцы меня смотрят, и чтобы эти чеченцы знали, что чеченцы, мы никто не должны участвовать. Сейчас в России нагнетается обстановка против мусульман, против кавказцев, против мигрантов, и нас будут пытаться втянуть в разные лагеря. Там
что вот там русская там разная община, КГБшная, ФСБшные, вот эти бригады будут там преследовать эти. И это сейчас специально нагнетается, чтобы сейчас поражение в Украине скрыть внутренними конфликтами и отвлечь внимание от поражения в Украине, которое уже, конечно, неминуемо уже понесено. И они сами это признают. Сами их человек Путина, там Федоров, депутат Государственной Думы, который заседает, он прямо говорит, что мы уже 2 года, то есть через полгода после начала так называемой специальной военной операции, они не могут победить. Они говорят, что все, что мы делаем, зря. Прямо они это говорят. У меня есть видео на YouTube-канале, этот кусок вырезанный, я его выложил. Поэтому вот эти вещи мы должны понимать, чеченцы нас сейчас будут пытаться втянуть, не только нас, чеченцев, всех мусульман. И я всех призываю ни в чем в этом не участвовать, не поддаваться на провокации. В том числе в Украине вот эта ситуация тоже нагнетается против чеченцев. Этим разные КГБшники в Украине способствуют этому. Но мы должны эти вещи понимать, просвещать. Я буду стараться просвещать, буду доносить информацию до людей максимально. Я думаю, в следующем стриме, завтра еще у нас стрим будет с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума Чеченской Республики Ичкерия, единственной легитимной властью чеченского народа. И там тоже нужно будет обсудить этот вопрос. И я думаю, в воскресенье на чеченском языке я постараюсь. Может быть, завтра я еще постараюсь стрим провести. У нас сегодня четверг. Я думаю, может, в пятницу еще я отдельно тема про то, что в России намечается против чеченцев, мусульман в целом. Вот эта ситуация. Нужно будет тоже поднять этот вопрос и начать обсуждать. Поэтому сегодня у нас тема получилась про Израиль, что тоже нужно было сказать, нужно некоторые вещи вновь и вновь проговаривать, чтобы мы понимали, что евреи, израильтяне не являются нашими врагами, никакой религиозной вражды там нет, это территориальные, этнонационалистические претензии к Израилю. И, конечно, все камуфлируется под религию, под ислам, потому что те люди исповедуют ислам, они говорят на эту тему. Но когда, например, нацисты уничтожали всех подряд, в том числе и евреев, мы не говорили об их религиозной принадлежности, хотя они и кресты носили, и крестились, и все остальное. Там были не христиане, и не католики, были и мусульмане за нацистов, разные были. Но по большей части, конечно же, это были христиане, католики, но мы не говорим об их религиозной принадлежности, тем более мы не выходим за рамки там Италии и Германии, там Европы и там всех других христиан называем такими же, там, как нацисты, которые тогда были. Эти вещи очень важны, потому что религиозная война – это самая ужасная из всех войн, и она не имеет конца, эта религиозная война, потому что это большой ужас. Большой ужас. Так. Я смотрю, очень обиделись за мою позицию о евреях. Очень, конечно, мне жаль. Мне будет вас не хватать, но я вам немножко ограничу. Давайте я постараюсь, чтобы не так много было комментариев. Испания 100% католики. Да, Испания католики. Как вы думаете, кто станет президентом? Трамп или Камала? Маркс. Маркс. Классный ник у тебя.
Я считаю, более того, знаете, ну ладно, не буду всех вещей говорить, скажу, что а, Трамп станет президентом. Я надеюсь, что Трамп станет президентом. Был сон, я надеюсь, это будет вещий сон, где Трамп признает Чеченскую республику Ичкерия независимым суверенным государством. И я думаю, Трамп станет. Трамп станет, и я просто всех вещей не буду говорить. Я скажу, что многие вещи в этой жизни я, например, делаю чисто интуитивно. И вокруг меня всегда попадаются люди, которые мы как инстинктивно действуем. Инстинктивно. И сон, например, мой сон, он говорит об опасности, например, которая мне грозит. И всегда так бывает. И я уже даже не парюсь. Я даже не переживаю по каким-то вещам, пока мне не приснится какой-нибудь сон или не будет каких-то сигналов. Может показаться для кого-то это странным, но, наверное, по-другому бы мы, чеченцы, не выжили бы в этом мире, если бы нас Бог не берег бы. И был сон. В этом сне выходит Байден и Трамп. Я его немножко неправильно рассказал. Это не совсем мой сон. И Трамп вышел и передал флаг Ичкерии нам. И был белый флаг и, ну, как платок он был. Это говорит о мире чеченцев, когда двое врагов дерутся, если женщина снимает с своей головы платок и бросает между ними, они обязаны прекратить. Смертельную схватку они обязаны прекратить. И платок у нас ассоциируется с миром, с перемирием, с окончанием войны. И вот Дональд Трамп передал этот платок нам, этот флаг и платок нам, о том, что и это, мне кажется, символизирует о том, что будет победа Трампа. Вот я так это вижу. А то, что будет, это известно только нашему Создателю. А я верю в это. Кому ты нужен в Америке? Да никому я не нужен, Светлана. Ведь что я думаешь, претендую на то, что Америке я нужен? Не нужен. Это мне нужна Америка. Нам она нужна, а не мы ей. Но я думаю, Америка хоть и совершала много ошибок, но она всегда находила правильный выбор, и поэтому она великая цивилизация, мировая цивилизация, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки. И я очень надеюсь, что и в этом случае она выберет. И если будет Трамп, я надеюсь, что и евреи нам в этом помогут. Тоже будут говорить. И все, кто меня слышит и смотрит, я вас прошу хотя бы один раз в комментарии написать про нашу поддержку, чтобы против нас страшная несправедливость. Страшнейшая просто. Просто все это замалчивалось. Все, кто говорил, убивался, убивается до сих пор, преследуется, против него что только не... Ну, там очень много у них разных способов, чтобы человека дискредитировать, там, заткнуть, убить, запугать и так далее. Со мной у них ничего не получается и не получится. Ну вот, поэтому нужна будет всех ваша помощь. Ассаламу алейкум, ассу мокшуй, ассаламу алейкум, дику дал бухастам. Аму.
А я не знаю, Маркс, вот этого, по которому вы говорите. Не знаю. Валейк салам, Мавидин. Слава Украине, свободочке. Героям слава, Мавидин. Героям слава. Болит за вас душа. Спасибо, Тань. Спасибо большое. Нам это очень важно. Нам важно, чтобы за нас болела душа. Не только чеченцы говорили, а все за нас говорили. Особенно в свете сегодняшних событий, если это говорят украинцы и евреи, это для нас очень важно. Очень важно. Друг познается в беде, как говорится. А сейчас мы все в беде. Мы все в беде. Мы всегда поддерживаем, говорит Сузанна Гаврилова, еврейка, по всей видимости, но почему-то ногчи против нас. Сузанна, я был бы рад сейчас говорить, что это не так. К большому сожалению, против нас ведется большая пропаганда. И я пытаюсь исправить, не анонимно кто-то пишет, потому что очень много, большое, подавляющее количество вот этих комментариев пишут с фабрики троллей, которые никакого отношения к свободным чеченцам не имеют. Вообще свободным чеченцам ни до Украины, ни до Израиля. Мы выживаем, реально мы находимся на грани исчезновения. И я это понимаю, открыто вот эту всю на себя вот эту негативную энергию вызываю и говорю об этом, и буду говорить. Потому что вы правы, и вы реально страдаете, вы реально находитесь сейчас на острие отстаивания своих интересов. В пике находитесь этой ситуации. Я сейчас вам нужна эта помощь, и я буду поддерживать. И многие чеченцы разделяют мои взгляды. Не все об этом говорят, не всем до этого есть дело, не все умеют просто по-русски написать даже. Это тоже правда, потому что многие у нас не образованы, 30 лет, война, и ничего не делалось, чтобы мы получали образование. Поэтому многие, кто вам пишет, это тролли. Многие. Нету в чеченской культуре, в чеченском менталитете расизма, ксенофобии, антисемитизма. Ну просто нет напрочь. Не обманываю, не выдумываю, не выгораживаю. Как есть, говорю. Просто нету этого. В некоторых культурах это есть, а в некоторых вообще напрочь этого не существует. Вот наша культура, в этом ее напрочь нету этого. Но есть те, кто пребывает и пропагандой, и так далее, и так далее. Но вот большая часть, которую мне сейчас писали, вот они все исчезли. Вот я им ограничил, вот в YouTube 2 недели поставил, не подписанные, все исчезли. Потому что это у меня есть своя отдельная, на меня работающая, точнее против меня, фабрика троллей, которая выделена чисто под наш канал, который вообще никому не интересен, никто не смотрит. И почему-то в России запрещен и так далее. Поэтому мы занимаемся этим вопросом. Я лично занимаюсь и буду заниматься. И мы вам, чеченцы, друзья, евреи, израильтяне, мы вам друзья. Ни в коем случае не враги. Никогда ими не будем и никогда не были. Если взять, вот, разъяснить чеченцу, смотри, реально, вот по фактам, смотри, что сделали с евреями, что у них, как у них вопрос стоит, по земле, по всему, по всему. Ну, большинство чеченцев поймут и понимают. И вот, кто мне здесь пишет, многие понимают, осознают, кто-то анализирует, для кого-то кажется это, о, как чуть ли ты предал ислам, ты предал все самое святое. Вначале это так преподносится, понимаете? Большая работа против вас ведется, просто колоссальная против вас. И меня одного, конечно, недостаточно. Но я думаю, один в поле воин, как говорится, тоже неплохо делаем, справляемся. Как-то так. Как-то так. Но вам спасибо, каждую информ, пожалуйста. Спасибо, пусть Боженька вам поможет. Спасибо, Елена, спасибо. Взаимно.
Баркыла. Не Баркыла, Виталик. Баркал. Баркал. По-чеченски Баркал. Ичкерия будет свободна. Дай бог, Ирланд, дай бог. Я согласна, весь мир в беде. Да, совершенно верно, Сузанна, абсолютно. И нам нужно это понять и работать в этом направлении. Объяснить людям. Нет, Баркал, Баркал. Напишите кто-нибудь, чеченец, Баркал, напишите его. Баркал, да, все, Виталик, совершенно верно. Баркал, Баркал. Баркал, Амро, Ичкерия, Форео, Баркал, Шуна. Тот, кто умный человек, он понимает, все россиянам не дано. Так, у нас тут антисемитизм запрещен, Натанович. Ты что тут говоришь-то? А это что, новый президент Америки? Нет, я король России. Ты меня не знаешь, что ли? Запомни, я король России. Я теперь буду королевствовать над вами. А то вы там Мутин, да? Нет. Алло, гараж, все внимание на меня, да. Бро. Свободу Ичкерии. Спасибо, Виталик, спасибо. Какое отношение имеет Чечня к Америке? Ну вот пока не имеет, но будет. Но будет. Пока не имеет, но мы работаем над этим. Будем в Америку переезжать. Сейчас что-нибудь скажу в шутку, будут вырезать и распространять, поэтому не буду. Ладно, друзья, сегодня стрим получился тоже неплохой, мне кажется, но не над тем. Изменил я Израиль против террористов, его сегодняшнее название. Всего самого хорошего. Завтра тогда придется провести стрим на русском языке, и мы поговорим о русско-чеченских отношениях и ситуации, которую в России нагнетают ФСБшники для того, чтобы начать новые репрессии. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо всем. Ам Израиль Хай, слава Украине. Господи, благослови Америку, и все будет Ичкерия. Дел мула. Ади кюэль машойль.